Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Следком продолжает расследование уголовного дела в отношении заместителя мэра города Якутска и его сообщников. Василий Гоголев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Его сообщники, представляющие интересы компании «Утум Инвест» Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова, обвиняются в посредничестве в получении данной взятки и пособничестве в превышении должностных полномочий. В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, в том числе обыски, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Напомню, что судом были удовлетворены ходатайства следователя о продлении меры пресечения в отношении обвиняемых. Карамзин и Гоголев останутся под стражей до 5 февраля. На этот же срок продлен домашний арест для Самсоновой. Расследование продолжается. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления. В ручье Кобяйского района выявили высокий уровень загрязнения после опрокидывания бензовоза. В Министерстве экологии Общественный совет обсудил ущерб от разлива нефтепродуктов, который произошел в результате опрокидывания бензовоза на ручье Карантин в Кобяйском районе в апреле 2019 года. Общественная экологическая комиссия отобрала пробы воды и почвы, по результатам которой выявили по двум показателям экстремально высокий уровень загрязнения и по одному показателю очень высокий уровень. По итогам совещания было решено провести повторную встречу в феврале 2020 года с руководством предприятия, которому принадлежал бензовоз. Также в марте следующего года Министерство экологии республики проведет анализы почвы и воды на месте разлива. В дежурную часть полиции в Верхоянском районе с заявлением о краже обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил из его автомобиля ценные вещи. Общий материальный ущерб он оценил в более 20 тысяч рублей. Полицейские установили ранее судимого за имущественное преступление 43-летнего безработного мужчину. Подозреваемый выпивал, а когда алкоголь закончился, он решил совершить кражу, чтобы выручить денег на продолжение пьянки. В одном из дворов он приметил машину, заднее стекло которой было повреждено и закрыто пенофолом. Злоумышленник порвал материал и проник в салон, откуда украл набор ключей, 3 колеса, 2 канистры с маслом и компрессор. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Международный уголовный суд в Гааге приговорил полевого командира из Демократической Республики Конго к 30 годам тюрьмы. Боскон Таганда признан виновным в военных преступлениях, убийствах, вербовке детей в солдаты и сексуальном насилии над несовершеннолетними. Срок самый длительный из всех, что назначал этот суд. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. Бывший командир повстанческой группировки из Демократической Республики Конго Боскон Таганда, известный также как Терминатор, признан виновным по 18 эпизодам. Это военные преступления, в том числе жестокие расправы с гражданским населением, совершенные им и его подчиненными. Список злодеяний огласил председатель Международного уголовного суда в Гааге Роберт Фремер. На счету Таганды убийство, изнасилование, сексуальное порабощение детей, вербовка в солдат и подростков моложе 15 лет, массовые казни мирных жителей. Все эпизоды относятся к 2002-2003 годам. Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, отсутствие смягчающих обстоятельств и степень личной вины Таганды, судебная коллегия сочла, что он не заслужил пожизненного заключения. Совокупный срок, определенный вам по приговору, составит 30 лет лишения свободы. Вы можете сесть. Таганда – первый, кого Международный уголовный суд в Гааге признал виновным в том, что он обращал людей в сексуальное рабство. 30-летний срок – самый длительный в истории этого суда. Но Терминатору зачли 6 лет, которые он уже провел под стражей. Он добровольно сдался правосудию в 2013 году, явившись в посольство США в Кигали, столице Руанды, откуда он родом. Как полагают некоторые политические аналитики, бывший полевой командир опасался покушения. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.